Друзья мои, в притчах 6, в стихе 9 есть прекрасное слово. «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего, ты теряешь время». Брат, Бог разделил день на 3 части. 8 часов для сна, 8 для повседневных действий и 8 для работы. А в выходные вам следует прийти в Дом Божий и восславить Бога. В течение недели тоже можете прийти, это не возбраняется, и Бог вас благословит. Ленивец только мечтает, поскольку не хочет ничего предпринимать. Он не хочет внять Слову Божьему и сделать дело. «Бог, сделай все за меня. Я все сделаю, Господь Бог. Господь меня наставит, дарует мне благословение, и я добьюсь успеха». Это притчи 6.9. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего». Посмотрите на неленивого человека. Последствия перенесенной операции. У меня был рак груди. Мне было сложно расчесать волосы. Друзья, почти всем женщинам, которым делают операцию на груди, особенно тем, у кого удаляют железу из-за рака груди, врач удаляет часть грудной мышцы, которая заражена, и человек не может поднять руку. Как давно вам делали операцию? 13 лет назад. 13? С тех пор вы не поднимали руку? Только с большим трудом. С трудом. Откуда вы поднимали без труда? Я могла сделать так. Меня причесывала сестра. Расчесывала вам волосы? Да. Теперь поднимите обе. Вот, друзья, смотрите, как прекрасно. Теперь я хочу помолиться с вами, Отец. Я молюсь за всех, кто взывает о Твоей благодати, о Твоей милости, о Твоем благословении. Презри на них, протяни руку, коснись их, исцели их. Во имя Иисуса Христа я передаю благословение и аминь.